В Таджикистане отметили праздник урожая и осени Мехаргон. Традиционную сезонную ярмарку устроили в парке культуры и отдыха имени Фердауси. Дехкани со всей страны привезли сюда фрукты и овощи. Акбар Нусиров привез на праздник около 1,5 тонн сельхозпродукции. Доставлял ее из Гисара в Душанбе всю ночь. Половину товара успел продать за первые пару часов ярмарки. Виноград, яблоки и гранат сейчас отлично продаются, цена ниже рыночной. Дехкани удивляли и оформлением. Например, Шариф Абулкусим сделал несколько конструкций сухофруктов. Самая большая вышла размером 150 на 100 сантиметров. На ее создание ушло 3 месяца. Главные ингредиенты – урюк, миндаль, фисташки, тыквенные семечки и орехи. Все это долго хранится в меде. Таким способом пользовалась моя бабушка. Раньше сухофрукты помещали в банку с медом. Этим способом мы пользуемся и сейчас. Меда на празднике тоже было много. Продавцы уверяют, он экологически чистый и помогает от многих болезней. Чаще остальных покупали ражский мед. Повар Фарзона Акабирова признается, на празднике она, чтобы накормить как можно больше людей. На ее столе национальные блюда – шакаруп, ширкаду, далда. Но королем Дастархана стал 50-килограммовый курутоп. На курутоп ушло 12 лепешек фатир, литр масла загер. Ночью его готовили и сегодня утром привезли. Пришли на праздник и ученые из Академии сельхознаук. Они делятся с фермерами своими разработками. Одна из последних – минеральное удобрение азотобактерин. По словам ученых, благодаря нему урожайность повышается на 20%. На разработку ушло 4 года. В данный момент в Центральном Таджикистане мы использовали их для получения растения фасоли. И еще мы испытывали микробиологические удобрения в садах, где выращиваются яблони. Праздник Мехаргон отмечают в Таджикистане с 2009 года. Он такой же древний, как Навруз. Эти два торжества символизируют творение и начало новой жизни. Азамат Зияев, Парвиз Турсунзаде, Азия+.